Подготовка ко вторым всемирным играм кочевников идет полным ходом. Наша съемочная группа ознакомилась с ходом строительства ипподрома. Диана Мамекова продолжит. Фундамент этих двух трибун, западной и восточной, уже залит. Посадочные места на каждой из них увеличены до 5000. Сейчас идет строительство колонн. Они будут расположены так, чтобы не закрывать обозрение. Приступили также к строительству административного здания. Фундамент готов, поднимается первый из 3 этажей. Хотя по плану здание будет сравнимо по высоте с 7-этажным домом. По проекту здесь предусмотрено строительство подземного паркинга. На сегодняшний день вырыт котлован глубиной 5 метров. Ведутся работы по укреплению фундамента. Также заказаны металлоконструкция и лифтовое оборудование. В будущем здесь могут разместиться более 50 авто. На сегодняшний день на месте работают более 300 человек. Задействованы 47 единиц техники. По словам строителей, работы ведутся согласно утвержденному графику. Работа сейчас ведется у нас по календарному графику, без отставания. Нулевой этап мы заканчиваем в апреле месяце, в конце апреля месяца. Монтаж металлоконструкции начинается у нас начало мая 2016 года. Параллельно ведутся земляные работы по снятию растительного слоя для планировки открытых автостоянок и проездов, а также буровые работы скважины на питьевую воду. Но есть и проблемы. На сегодняшний день не решены вопросы по трансформации тех земель, которые у нас, они по генплану у нас находятся внутри нашего ипподрома, то есть объекта нашего. Французская же компания, которая ранее подписала договор о сотрудничестве, намеревается построить беговые дорожки, соответствующие международным стандартам. Демонтированные строения старого ипподрома отгружены в Каракол. Они будут использованы при строительстве нового ипподрома в этом городе. Диана Мамекова, Алмаз Кариев, Общественный первый канал, Иссык-Кульская область.